В это невозможно поверить. Здесь каждая секунда передаваемой электроэнергии способна одновременно зажечь 400 миллионов лампочек. Это место называют электрическим эверестом. Ультравысоковольтная линия постоянного тока в 1 000 000 вольт. Она начинается в Санджи, проходит более 3000 километров до Гучина-Венхора, самая высоковольтная и дальняя линия в мире. Как же удается поднять напряжение до 1 000 000 вольт? Ответ в 24 смешанных трансформаторах, стальных гигантах. Внутри каждого две металлические катушки весом в десятки тонн. Регулируя их соотношение и используя индукцию, получают разные уровни напряжения и превращают переменный ток в постоянный. Проще говоря, чем больше напряжения, тем меньше потеря. И по этой энергетической дороге энергия идет на восток, освещая восточно-уйгурскую сеть. Суперстанция собирает энергию ветряков Гобе, солнечных станций и угольной генерации. Роботы-инспекторы круглосуточно следят за безопасной работой линии. HD-камера фиксирует состояние оборудования. Робот следует маршруту и делает полную инспекцию. Он сам собирает, распознает и анализирует данные. При отклонениях сразу сигнал тревоги. Дроны проверяют оборудование на высоте. И с помощью инфракрасного контроля фиксирует нагрев и ключевые параметры. Интеграция цифровых технологий резко повысила качество и эффективность обслуживания. Это показывает мощь технологий в промышленной эксплуатации. За 2024 год передано более 63 миллиардов киловатт-час, исторический максимум. Суточный пик – 254 миллионов киловатт-час, достаточно для 400 миллионов ламп по 30 Вт или 130 тысяч семей в год. За цифрами стоит труд молодых специалистов. Они служат на станции Санджи и охраняют стабильность энергопередачи. Это молодежная ударная команда «Тиньшанские снежные орлы», ключевая часть мегапроекта передачи энергии с запада на восток. В Гобе огромные ветряки крутятся день и ночь. Работники своим трудом освещают все за 1000 километров отсюда. Эта магистраль связывает чистую энергию Запада с городами Востока. Она уменьшает зависимость от ископаемого топлива и бережет природу. Технические инновации делают проект вкладом уйгурской автономии в глобальную энергетику.